столице республики прошли мероприятия в рамках празднования 275-летия со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта. Праздник начался с открытия выставки «История и быт ямщикских станций» и церемонии специального гашения маркированные открытки. Они должны каждый поставить на открытке подпись свою. На каждой открытке у нас будет 3 подписи. Отдаем глубокую дань уважения работе тракта Иркутско-Якутского 275-летнему юбилею. Мы считаем, что в принципе Иркутский Якут связывает давние традиции. Я всю жизнь жил вдоль Якутского тракта, который проходит у нас от города Иркутска до поселка Качук, по которому доставлялись грузы, почта непосредственно и так далее. И мы, конечно, с особым интересом включились и подняли достаточно большой пласт истории освоения Сибири и нашего тракта непосредственно. Должен сказать, что история очень интересная. Многие помнят действительно, если раньше почта доставлялась конями от села к селу, и даже деревни вдоль Якутского тракта в Иркутске, они расположены на расстоянии пробегов лошади по 30 километров непосредственно. Поэтому мы сегодня здесь, большой делегацией, нас 5 человек прибыло, мэры тех районов, где проходил Якутский тракт, непосредственно почта двигалась. Я думаю, что мы, побывав здесь, постараемся поделиться своими впечатлениями по этому проекту и оставить память о том, что мы здесь были тоже. Делегация Алекминского района привезла уникальную работу мастера Архипа Павлова, которая представляет собой заезжий ямщицкий двор. Олаттарын өлөлі хидера ямшиктер аға уыстары каштар. Онна бұл қайдақ бұл чиновник кәлін тоқтауыдың көдірдім. Аған әр чиновник кәлін тоқтауыдың. Бұл скульптуралара кейдер мастаның оңыртауыдың. Жер амата олланын масылыны красканан ройдамды. Также состоялся первый межрегиональный форум потомков государевых ямщиков и 18-й фестиваль «Играй гармонь, живи частушка», где приняли участие самодеятельные и народные коллективы, гармонисты, исполнители частушек и балалаечники. Пресс-служба Дома дружбы народов имени Алексея Кулаковского.